Здесь ваша хатуско коллега, усура халаганза, дешсертурста хоп, и хеста поставить успайнавадана ицундакалак хадас. Я то агрбарустам гарикипа. Я хапей поларасхлярхна табу пайс хеста хоп, бекауж ранза акалак хадас ирбаз хунзайри Руслан. Хом подарташок сквертагдзена джибаду бит и ха Диего дача усурта кашка скуяна будет ира дахи го усуртаджа иреши бацевш их патуакцена хавла рымацавразы дезахязал акарепсо коллега шая усура халага акадза вас усура шикхарклаб акалыки ходатва, район ходатва, я азеркячно хумзит дзена район корчи ходзо акалыки корчи ходзо шахт корейзгара ганахалома шершна пызлогова узко рома я азеркячно шазадгал нас их отвях повесткашка хайсует. Месяц исполнения бюджета у нас составило в процентном выражении 108,6%, это 736 миллионов рублей поступило в бюджет от запланированных 677 миллионов. То есть идем с опережением на 108%. Значит, по городу ведутся работы по всем направлениям. У нас коммунальные службы работают все заказчики и подрядчики. Основной акцент сейчас мы делаем на дорожную инфраструктуру, на ремонт многоквартирных домов, по объектам, которые пострадали во время стихии. Все высотные дома, значит, сделаны, кроме одного, один дом на улице Званба, который мы проходим экспертизу, мы его временно накрыли для того, чтобы вода не протекала, и будем его капитально менять после того, как уже комиссия по ЧС одобрит это решение. Значит, по вашему поручению на улице Званба также частично завершили ремонтные работы по замене коммуникации. Это люди обращались письменно к вам, вы нам поручили. Мы водопроводы, канализацию поменяли. Дальше планируем и ливневый коллектор поменять и уложить асфальтобетонное покрытие от Лакоба до набережной Махаджира, в том числе и с парковкой у парламента. Ну и по городу, в принципе, различного рода мероприятия у нас. И на новом районе ямочный ремонт завершили. Сейчас планируем начать работы по благоустройству дворовых территорий. Тут в центре города, на новом районе 2 дома у нас в планах. Значит, заказали оборудование для того, чтобы могли проводить оперативно работы по подвальным помещениям, по затопленным подвальным помещениям. Буквально там в течение недели оборудование поступит к нам, это насосы высокого давления, и приступаем к работам, в том числе и на объекте, где мы с вами были, Лакоба 114, мы людям обещали, да, мы и на новом районе планируем такие работы проводить. В принципе, и до конца года у нас запланировано очень много работ по городу Сухум. Сейчас идет нанесение дорожной разметки в центральной части города и на республиканской дороге. Мы завершили полностью ямочный ремонт на всей республиканской дороге, которая идет по городу Сухум. Отремонтировали светофоры, ремонтируем остановочные станции, готовимся к летнему курортному сезону. Привели в соответствие пляж по всей территории города Сухум. Значит, приобрели дополнительно 2 КАМАЗа, это мусороуборочная техника, дополнительно 100 контейнеров, для того, чтобы в летний сезон, так как у нас сейчас нет перевалочного пункта, мы смогли оперативно доставлять до полигона ТБО, значит, в городе мусор. Заказали еще столько же контейнеров. Я думаю, что мы это держим на контроле, оперативно сможем летом не допустить такой ситуации, чтобы у нас какие-то там свалки в городе образовывались. По налоговым поступлениям мы наблюдаем хорошую динамику по поступлениям, то есть я думаю, что по итогам полугода у нас результаты по поступлениям будут намного лучше.
Что по поводу реконструкции набережной Махаджиров? Какая работа ведется? Значит, по вопросу реконструкции набережной Махаджиров у нас есть рабочая группа, значит, в которую входят наши архитекторы и наши коллеги из Российской Федерации, представители всех регионов, которые нам помогают. Работа ежедневная. Сегодня ВКС у наших архитекторов, видеоконференц-связь будет по итогам проделанных работ. Ко Дню города мы планируем уже выставить стенды с проектом реконструкции набережной в 3 местах будет выставлен. По планам у нас старт реконструкции набережной, начало это осень. Да, осень. И нам обязательно нужно будет к летнему курортному сезону завершить все работы, чтобы не было неудобств ни для горожан, ни для гостей нашей столицы. Да. В этом смысле надо все эти работы держать на контроле и ставить определенные временные отрезки. Что касается ремонта дорожного полотна в городе Сухум, мы с вами это обсуждали, и, пользуясь случаем, хочу поблагодарить коллег за ту работу, которая проводится в городе. Граждане нашей столицы не могут не почувствовать, но, откровенно говоря, конечно, объем работы еще большой. Значит, мы ведем сейчас переговоры по реконструкции нескольких улиц в городе Сухум. Нужно будет материалы все эти осметить, документы подготовить, и будем решать этот вопрос. Вопросы связаны с асфальтированием улицы Лакоба, улица 30 сентября на Новом районе и улица Агарба на Новом районе также. Надо будет еще раз, Тимур Михайлович, с коллегами проездить, посмотреть все эти улицы, осметить материалы и уже предоставить установленные. Все сделаем. بركتك زجكنا سحب لها بشلك مسرح يخبري أبغاقت مبري عن خيتا جبت كتك ورزق خبلا جيت شكر دولار يشوف تزيب شيء يمكن Елка Валерия Симипа, Алпа Акалаки Хадара, Бжейба Хазипш, Гдота района на Амидук, Айти Шукургала, Хуитов, Шахоп Шамчиш, я Амчиш Свизлео, Табатамивка, Худжера, да, Худжера Хахопшев. Ишпхедза Хадаразло, Ишпхедзо Зарабартамюка, Айти Шукургалара Халагот. Шизхоц, да Шизники Шаупшат глаза, Хайхудую, я Хайхто Хайхидзо. Уважаемый Бадр Зурабович, уважаемые коллеги, исполнение бюджета по Ачимчирскому району на 1 июня 2025 года у нас составляет порядка 28%. И при запланированных 577 миллионов фактически выполнено на 161 миллион. У нас на сегодняшний день нет задолженности по заработной плате. Хотелось бы отметить некоторые работы, которые сделаны в Ачимчирском районе. Ремонт проселочных дорог на 1 600 000 рублей. Это в ГУП, Акваске и в селе Чилов. Работы по брению, скажем, в селе Акваска, Паквач, Ктол, Чгерда, Маркова и ГУП выполнен порядка на 1 900 000 рублей. Дорожное покрытие в городе приводится в порядок. Значит, помимо этого у нас также по району Ачимчирскому запланирован ряд реконструкций дорог, в том числе и проселочных. Значит, еще раз поднимите материалы, посмотрите по приоритетности, еще раз посмотрите. И тоже надо будет готовить проектно-сметную документацию и направлять сюда. Плановый показатель доходной части бюджета на текущий год за 5 месяцев составляет 91,6 миллионов рублей, из которых 55,1 миллион – это собственные доходы, 34,5 миллионов рублей – это дотации, субсидии с республиканского бюджета. Исполнение бюджета за 5 месяцев составляет 116%, суммарно 166 миллионов, перевыполнение 9 миллионов рублей. Однако есть проблемы с финансированием по дотациям и субсидиям. Из запланированных 34,5 миллионов рублей
За 5 месяцев бюджет района профинансирован на 10 миллионов рублей, 32% исполнения по этой части, исполнения доходной части бюджета. Что касается по мероприятиям, реализованным в районе за текущий год, бюджет района, к сожалению, по разделу национальная экономика в этом году самый маленький, 18 миллионов рублей, из которых более 10 миллионов рублей уже освоено. 90% этих средств было направлено на улучшение дорожной покрытия сельских проселочных дорог. Это в селе Яштуха большой объем работы, самый большой объем работы был проведен. Частично несколько улиц проселочных были отремонтированы в селе Гумиста. Сейчас идет такой ямочный ремонт, можно сказать, в селе Дзигута, Апсильское шоссе. Что касается стихийного бедствия, в результате порыва ветра и урагана, что было 10 мая, пострадали 28 сооружений, 2 из которых это общественные здания, 1 многоквартирный жилой дом в селе Баслата, который уже отремонтирован, и частично была повреждена кровля Верхнешерской средней школы. 26 частных домовладения были повреждены, кровли которых были повреждены. Все материалы составлены, переправлены на рассмотрение Республиканской комиссии по стихийному бедствию. Вкратце, в общем-то, работа администрации за 5 месяцев в этом и заключается. Уважаемый Бадраз Зуравович, уважаемые коллеги, согласно утвержденной смете расходов на 2025 год по городу Новый Афон, за период 5 месяцев все обязательства исполнены, все заработные платы выплачены. Курортный сезон начался, наблюдаем последнюю неделю положительную динамику. Поехали гости к нам, поехал турист, наплыв пошел. В штатном режиме работают коммунальные службы, администрация города. Бюджет выполняется за текущие 5 месяцев. Перевыполнение составило 151%. Это работа налоговой идет в гору. Как говорится, динамика хорошая. Сами по себе, но мы стараемся. У нас бюджет собственных средств, когда начинал работу, было 43 миллиона. Сейчас 67 миллионов всего собственных средств. Из всего бюджета, конечно, помогает республика, и субсидии дает, и дотации дает. И дороги ремонтируем за счет дорожного фонда. У дорожного фонда есть определенные суммы, которые закладывают на район за счет них, за счет инвесторов. Инвесторов просим. В Гальском районе взаимодействие межведомственное немного другое, район политический. Все службы взаимодействуют, и погрануправление, и НГУРГЭС помогает, частники помогают. Как-то выходим из положения, у нас нормально. Доходная часть бюджета утверждена в сумме на 2025 год 351 миллион в Гуликском районе. Собственные доходы составили 139 миллионов. За первое полугодие 2025 года доходная часть бюджета увеличена до 391 миллион 500 тысяч рублей на сумму 40 миллионов увеличения. Собственные доходы составили 172 миллиона 500 тысяч. В процентном соотношении 123%. Я хотел бы немного ознакомить с жизнью района. Прежде всего хотел бы перейти к самому сложному объекту. Это поселок Ажево, Художское ущелье. С 2023 года Гуликским районом было выделено около 10 миллионов на проведение ремонта, капитального ремонта мостов. Отремонтировано 6 мостов на сумму 9 миллионов 995 тысяч. В этом году мы запланировали проведение ремонта еще оставшегося одного моста, 7-го, выделено около 1 миллиона рублей. Приобретена спецтехника КАМАЗ самосвал на 2 миллиона и экскаватор на 7,5 миллионов для того, чтобы мы могли проводить ремонтные работы непосредственно в селе Ажево. В этом году Божьей помощью была приобретена спецтехника на 9 миллионов. Мы буквально ждем экскаватор, в скором времени прибудет, для того, чтобы мог также принести пользу нашему району. С целью обеспечения бесперебойного водоснабжения приобретены и установлены в 2025 году 9 перекачивающих и 6 глубинных насосов общей стоимостью 4 миллиона 400 тысяч рублей. Планируется проведение ремонта зданий ЖКХ на 9 миллионов. Также установлен септик в селе Мачара на сумму 1 миллион рублей.
Хотел бы вас ознакомить, уважаемый господин президент, с проведением сельскохозяйственных работ в Гуликском районе. В 2023 году проведена пахотная работа и около 800 гектаров земли спахано. В 2024 900 гектаров. В этом году мы надеемся 960 гектаров спахать земли. Для оказания помощи по весноспашке семьям погибшим инвалидам Великой нашей Отечественной войны 92-93 годах бюджетом Гуликского района профинансировано 502 тысячи рублей для проведения и проведена весноспашка 95 гектаров до 131 семьи. Это семьи погибших ветеранов войны. Как и в остальных районах, в Кулрыбском районе также мы планируем реконструкцию ряда и сельских дорог, значит, это в частности Багмаран, Варча, Пшап. И самое главное, хотел бы проинформировать, что мы сейчас занимаемся проработкой вопроса о восстановлении и реконструкции дорожного покрытия в Кудорское ущелье, приведение в порядок тоннеля. Сейчас активно включились в решение этого вопроса. Надеюсь, что значит, в ближайшее время мы получим уже исчерпывающий ответ по реконструкции этой очень важной дороги. Что касается последствий, значит, тех природных катаклизмов, которые были в районе, вы знаете, что на прошлой неделе мы 15 миллионов направили на вопросы устранения последствий. Значит, будем и дальше, да, будем и дальше оказывать поддержку. Уважаемый Бадраз Зурабович, уважаемые коллеги, бюджет Гагринского района на 2025 год, доходы 1 миллиард 132 миллиона рублей, субсидии 65 миллионов рублей, расходы 1 миллиард 197 миллионов рублей. Налоговые показатели, план по налоговым сборам по Гагринскому району, консолидированный бюджет на 2025 год 2 миллиарда 6 миллионов рублей. Местный бюджет 1 миллиард 104 миллиона рублей. Республиканский бюджет 902 миллиона 447 тысяч рублей. План налоговых сборов за 6 месяцев на 2025 год 487 миллионов. Фактические поступления 507 миллионов. Из них местный бюджет за 6 месяцев план стоял 331 миллион 900 тысяч рублей. Факт 354 683 тысячи. Республиканский бюджет план 155 миллионов. Факт 152 миллиона рублей. Около 11,5 миллионов рублей было выделено на улучшение жилищных условий в 2025 году. Работает программа по финансовой помощи населению. Около 14 миллионов было в 2025 году выделено поддержку населения. Уважаемый Бадраз Зурабович, уважаемые главы администрации, присутствующие, на самом деле, несмотря на достаточно непростую ситуацию, которая еще началась с прошлого года по наполнению доходной части бюджета и снижению деловой активности по объективным причинам, все-таки по итогам 5 месяцев текущего года экономические и финансовые показатели, Бадраз Зурабович, все идут с ростом по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Хотел бы особо подчеркнуть, что показатели январь-март по государственному бюджету у нас приросли с доходами в 500 миллиарда рублей, из которых 290 миллионов рублей – это собственные доходы. Сегодня мы услышали о том, как исполняются бюджеты территории, за исключением, по сути, бюджета Ачимчирского района, все у нас двигаются с приростом в плюсе. Очень надеемся, что так и будет продолжаться. Что касается оказания мер поддержки, экономической поддержки, социальной поддержки, по всем вашим поручениям ведутся работы, по мере возможности наполнения средств бюджета обеспечивается их финансирование. Хотел бы отметить, что даже в этом случае у нас прирост по отношению к прошлому году. Мы за 5 месяцев использовали средства только республиканского бюджета, превышающих 300 миллионов рублей на ремонтно-восстановительные работы, разумеется, включая туда и меры по ликвидации последствий стихийных бедствий. Не останавливается и продолжается по
ну, как это и предусмотрено, меры социальной поддержки в различных формах, по различным источникам. Текущая дата у нас 141 миллион рублей потрачен на оказание материальной помощи, на лечение наших граждан, ну и другие меры господдержки. В отношении оказания помощи за счет средств республиканского бюджета по финансированию дотаций и субсидий. Значит, по информации, которая была представлена главами администрации, на самом деле задолженности по оплате труда работников в бюджетной сфере по республике не имеются. А вот финансирование доводится как за счет средств поддержки из республиканского бюджета, так и за счет собственных средств. 611 миллионов рублей за 5 месяцев из республиканского бюджета было направлено в качестве межбюджетных трансфертов в районы. Особо, наверное, хотел бы обратить внимание, что ни одна программа, особенно приоритетным являются программы в сфере социального обеспечения, здравоохранения, образования, культуры, ни одна программа не подвергается сокращению, ни одна программа не останавливается, все доводится в соответствии с потребностью. Здесь больше всех средств направляется на программу системы здравоохранения. 330 миллионов рублей направлено за 5 месяцев. Это прямые бюджетные средства на различные мероприятия в сфере здравоохранения. Большая часть, разумеется, из которых направляется на лечение граждан, приобретение медикаментов, лекарственных препаратов. Вчера мы вам докладывали, по вашему поручению было реализовано мероприятие по приобретению и поставке в Гудаутскую больницу, значит, трубки на КТ. Вчера вечером начался монтаж этой трубки, но полагаем, что получим информацию быстро, когда все будет завершено. По мероприятиям по ликвидации, предупреждению стихийных бедствий. Тоже очень важная позиция, на которую мы особо обращаем внимание. Там вообще весьма актуально. Это касается жителей нашей страны. Это срочно, важно, неотложно. Здесь тоже поддержка по мере возможности осуществляется в приоритетном порядке. Наверное, стоит еще сказать о том, как мы финансируем расходы и другого значения. Там тоже, Бадрат Зуравович, в том числе капитальные расходы, не останавливаются. Инвестпрограмма у нас также реализуется. Вот сегодня было сказано о тех мероприятиях, которые намечены до конца года по реконструкции автодорог. Еще очень важную позицию я хотел бы озвучить, чтобы это, проанонсировать. В правительстве сейчас мы разрабатываем предложение такое об использовании средств бюджета всех уровней, неважно, республиканский, местный, на ремонтно-восстановительные работы с обязательным условием большей частью, чтобы строительные организации выполняли строительные работы самостоятельно. Большей части, не все, разумеется. И то, о чем мы сейчас слышали, нехватка строительной техники, это тоже проговорить как условие, чтобы наращивался технологический, технический потенциал, потому что мы, как правило, начинаем срочно, как это говорится, тушить пожар и искать, где техника. В Гагарском районе вот недавно с бульдозером у Черноморэнерго начали брать бульдозер. Наверное, так не должно все время происходить, какое-то время может еще. Но если строительные наши компании, которые используют государственные средства, через государственный заказ, тоже можно было бы, чтобы они крепли, этот потенциал рос. А тем более сейчас с учетом того, что мы обсуждаем ремонт автодорожной инфраструктуры, инженерных коммуникаций, и других, и в том числе социально-культурных объектов, уж точно нам нужны машины и механизмы. Это вот точно, потому что мы так и со временем
проиграем, вот, ну и, соответственно, с доходами тоже. Проинформируйте коллег, в том числе с 1 июня у нас запланирована индексация по пенсиям. Какой категории будет касаться и какого количества людей это касается? С 1 июля текущего года будут проиндексированы размеры доплат к пенсиям 10 категориям пенсионеров. Вот, их общее количество, кого коснется, это более 15 тысяч пенсионеров. Доплаты в очередной раз будут проиндексированы не исходя из процента, как мы понимаем, что процент не повышает равномерно уровень пенсионного обеспечения. Твердая сумма на 1000 рублей будет установлено повышение. Следующее повышение мы тоже обсуждаем, прорабатываем. Возможно, это произойдет еще в текущем году, возможно, произойдет. А вот сразу хотел бы сказать, что еще ожидается индексация по социальным выплатам через фонд социального страхования и охраны труда. Там тоже есть предпосылки хорошие об увеличении. Но вот такие меры, которые мы срочные сейчас, это вот до конца месяца, будут осуществлены на ближайшем заседании Кабинета министров, которое в конце этого месяца планируется. Мы такое решение примем. Средства на эти цели есть, вот, но чтобы не получилось так, что какая-то категория пенсионеров у нас осталась не проиндексирована, часть пенсионеров, ну, вернее, их размер индексации должен происходить в соответствии с законом. Такой законопроект тоже подготовлен, направлен на рассмотрение. Сейчас мы быстро тоже это форсируем, значит, события. Очень надеемся, что и там тоже у нас в этом смысле получится. До конца текущего года в соответствии с соглашениями, которые индексируют в том числе и средний размер заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы по софинансированию, как мы его ближе знаем, тоже будут проиндексирован размер, будет потом просчитано это, тоже на решением правительства будет утверждено, так что мы очень полагаем, что и здесь тоже у нас, разумеется, все получится. Еще раз скажу, что мы софинансируем эти расходы с российской стороной уже не первый год, и 2025 год, соответственно, тоже подлежит индексации. Владимир Ильич, проинформируйте коллегу в программе поддержки малого и среднего предпринимательства. Программа у нас заработала. Объемы в этом году, можно сказать, рекордные, более 326 миллионов рублей. Как нашим соотечественникам, предпринимателям в рамках этой программы воспользоваться этими возможностями? На самом деле уже с 2023 года реализуется ведомственная целевая программа по поддержке субъектов предпринимательства, к которым относятся преимущественно малый и средний бизнес, в том числе по видам экономической деятельности. На эти цели до 2024 года, с 23 по 24 год, было направлено 200 миллионов рублей. В текущем году, объединив финансовые ресурсы Республики Абхазия и меры поддержки государственной со стороны Российской Федерации, этот объем достиг до 326 миллионов рублей. Правила, подходы и критерии, они по сути остаются такие же, как и были. Входить можно с предложениями через экономическое ведомство нашей страны, там, соответственно, структурное подразделение инвестагентства. Реализация проектов подразумевает под собой предоставление, по сути, субсидий, даже не кредитования, а субсидий в объеме не более 1 миллиона 800 тысяч рублей. Это достаточно емко, как мы говорим, достаточно, но новая позиция, раньше таких сумм не было. Очень рассчитываем, что до конца текущего года проекты будут представлены, ну и, соответственно, будут реализованы. По видам деятельности, еще раз скажу, в решении правительства прописано, они по сути не меняются. Вот, очень много проектов сегодня рассматривается в сфере оказания услуг. Сразу скажу, что там, где невозможно будет, или там, где программа не предусматривает, это
значит, поддержка в сфере торговли. Перепродажа покупными товарами, соответственно, государством не будет поддерживаться, но это само собой логично, производство, переработка, ну, такие, значит, да, такие направления, конечно, подлежат поддержке. Уважаемые коллеги, значит, перейдем к вопросам, значит, о подготовке материалов по необходимым ремонтно-восстановительным работам. Ислам Федорович. У нас как-то, если коллеги помнят, в 2023 году было поручение администрации президента, нам, главам администрации, городов, районов, подготовить обзорную справку, значит, о тех мерах, которые необходимо сделать в том или ином районе, значит, или городе и так далее. Это касается всей линии ЖКХ, фасады, значит, крыши, тротуары, дворовые территории, парки, скверы, вся инфраструктурная часть. Да, но и отдельные учреждения культуры, образования, здравоохранения. То есть нам надо подойти комплексно, это не вопрос там, недели, 10 дней, это, наверное, там, ну, на мой взгляд, это 2-3 месяца, но такая комплексная документация, ну, нам она необходима. У президента на стоит, что в каждом районе нужно и необходимо делать, да. Это касается, конечно же, и коммуникации, это касается, и я уже говорил, как инфраструктурных, спортивных объектов, да, учреждений культуры, образования. Это вот такая обзорная справка с ориентировочными расчетами, хотя бы основываясь на те дефектные акты, которые могут ваши же специалисты описать. Допустим, работники тех же, там, допустим, с помощью домоуправления или управы, у кого есть, или тех строителей, которые сами взаимодействуют. Вот такая большая обзорная справка. Можно, наверное, из тех, кто уже готовил там в прошлый раз, опираясь на это или что-то новое, значит, выведет. Если выявляется, то подготовить такую обзорную. Это не, еще раз повторюсь, не задача подготовления сегодня смен. Ориентировочная стоимость через дефектные акты, еще раз говорю, для того, чтобы был понятен объем того, что нужно сделать. По следующему вопросу о составлении информационно-справочных паспортов административно-территориальных единиц. Нам нужны определенные, значит, определенное понимание по объектам, размещенным на территории ваших районов, городов. Значит, я думаю, что в течение месяца спокойно заполнить такого рода бланк вы успеете. Вопрос по повестке дня, значит, о проведении в соответствии с действующим законодательством организационно-правовых форм и учредительных документов структурных подразделений администрации городов и районов, подведомственных учреждений и предприятий. Дмитрий Михайлович. Бадраз Зурабович, уважаемые коллеги, вопрос связан с тем, что тот предварительный анализ, который провели за это короткое время, выявил, что во многих административно-территориальных единицах, во многих администрациях подведомственные учреждения созданы в различных организационно-правовых формах, которые сегодня уже не предусмотрены действующим законодательством. То есть после того, когда принималось новое гражданское законодательство, принималось законодательство, регламентирующее деятельность унитарных, муниципальных унитарных предприятий, государственных учреждений, многие учреждения продолжают действовать на основании положений, которые были утверждены до принятия данных законов. Ранее работа по приведению учредительных документов в соответствии с действующим законодательством более активно проводилась администрацией города Сухум. Сейчас такая работа началась в администрации Ачимчирского района. И чтобы эти вопросы потом в дальнейшем не политизировались, поэтому будет оформлено по итогам совещания поручение президента, чтобы все подведомственные, как государственные учреждения, так же и МУПы, чтобы их учредительные документы привести в соответствие с законодательством. Плюс некоторые структурные подразделения, то есть неотъемлемая часть администрации, которые в соответствии с законом обладают полномочиями органа государственной власти, где-то созданы в качестве отделов, где-то созданы в качестве государственных учреждений, чтобы провести ревизию и исправить данные несоответствия с законами. Движению железнодорожного сообщения, вы знаете, что буквально 2 недели тому назад у нас пошли в том числе и контейнерные перевозки, и, значит,
действует электричка, которая связывает Сочи и Сухум. Очень часто у нас происходят проблемы по незаконному переезду через железнодорожные пути, что создает определенные риски жизни и здоровью граждан нашей страны. В соответствии с этим поручением, Дмитрий Михайлович, вы проинформируйте, пожалуйста, коллег, нам необходимо устранить все незаконные переезды, которые образовались уже в период, в том числе из послевоенного времени. Да, в связи с обращением руководства Абхазской железной дороги, суть обращения в том, что за послевоенный период несанкционированно во многих местах образованы автомобильные переезды через железнодорожные пути. На участке Псов-Сухум таких переездов около 10. На сегодняшний день мерами МВД, то есть Министерства внутренних дел, оказало содействие Абхазской железной дороги, отчасти главы местных администраций. Эти несанкционированные переезды временно перекопаны, и там переезд не осуществляется. Но тенденция такова, что они опять могут возобновить их эксплуатацию, что создает риски для жизни и пассажиров скоростной электрички, потому что, вы знаете, ведутся работы по увеличению скоростного режима там, с 60 до 80 километров, и переезд автомобильной техники через железнодорожные пути в несанкционированном месте может привести к авариям и, не дай бог, к человеческим смертям. Поэтому в ближайшее время будет издано поручение президента, где Кабинету министров поручается разработать временный порядок открытия и закрытия санкционированных переездов через железнодорожные пути. На сегодняшний день в отсутствии законодательства, которое регламентирует вообще деятельность железнодорожного транспорта, у нас есть пробел. И там, где даже есть необходимость в организации санкционированного переезда, нет порядка его установления. И поэтому в ближайшее время, когда выйдет соответствующий акт президента, это также будет доведено до информации глав администрации. В этом же поручении будет содержаться норма о том, чтобы до того момента, пока будут установлены, нормативно закреплены полосы отвода железных дорог и автомобильной республиканской дороги, чтобы главы администрации не выделяли, не принимали решения о выделении земельных участков, которые прилегают к железной дороге в соответствии с теми старыми советскими еще схемами. Такое же поручение дано будет Абхазской железной дороге, чтобы они не заключали договора аренды земельных участков, что тоже часто практикуется в нарушении действующего законодательства, что до тех пор, пока в каждом районе на уровне районной администрации не будет принято решение о закреплении соответствующих земельных участков, включении их в полосу отвода, чтобы там не выделяли земельные участки. Эти документы также в письменном виде до вас будут доведены. Спасибо большое, коллеги.